300 лет назад Великая Северная экспедиция изменила мир. Мореплаватели под руководством капитан-командора Витуса Беринга преодолели тысячи миль по суровым морям и открыли новые российские территории. Русское географическое общество организовало уникальную парусную экспедицию, вдохновленную подвигами первооткрывателей. Парус стал символом исследований Арктики России. У нас в этом году прошел большой этап экспедиции. На парусной яхте вышли из города Якутска и дошли до Анадыря. В современной истории, наверное, вот такая первая удачная попытка, когда с города Якутска дошли до Анадыря. Да? В чистом виде парусная экспедиция. Да, мотор есть, 9-сильный, подрулить, что-то там маленько, там, пару метров в сот пройти. В целом, в основном, это парусная яхта. Я как человек сухопутный, все-таки далекий от этих морских терминов, да, впервые узнал, что есть, оказывается, такой документ, как судовой журнал. В этом судовом журнале расписывается полностью, кто находится на этом судне, и расписывается, какую он должность занимает. Вот капитан Антипин Андрей Альбертович. Собиралась на протяжении 10 лет, вот, вплоть до того, что покупал паруса, чтобы мне было видно среди льдов цвета Арктика. Из плотной, серьезной, тяжелой ткани. Лодка 88 года постройки, но это хорошие такие еще лодки, которые строили в Народной Республике Польша. Они крепкие, отличаются своей мореходностью. Экспедиция эта проводится в первый раз спустя где-то 25 лет. Последний раз ходили ребята наши в море. Помощник капитана Максим Егорович Иванов. На 2 дня в шторм попали. И вот за 2 дня, вот, конечно, устали очень. Но все равно вот так бросало и спишь вот так. И третий матрос, я врач там, да? Это понятно, что я кок там. Осенью 2025 года якутская яхта «Эйва» с алыми парусами, 3 членами экипажа отправилась в путешествие по следам великих исследователей. Первый этап экспедиции – путь от Якутска до устья реки Лены в морской порт Тикси. Экспедиция стартовала из столицы Якутии. 300 лет назад здесь начиналась Великая Северная экспедиция отрядов капитан-командора Витуса Беринга под командованием Василия Прончищева, Петра Лосиниуса и Дмитрия Лаптева. Река Лена встретила экипаж шквальным ветром, сильным течением и опасностью сесть на мель. В месте слияния Лены и Алдана, 2 мощных рек, вода разливается на 30 километров, а затем сужается в так называемую Ленскую трубу. Здесь важно быть внимательным. Течение и узкий фарватер могут выбросить яхту на берег. Экипаж встречал остров Столб, как каменный страж дельты реки Лены. Впереди Ленская дельта, вторая по величине в мире, с бесчисленными протоками, островами и речками. Одну из них, устье реки Хараулах, в переводе с якутского языка «Черная речка», посетил экипаж яхты «Эйва», где почти 300 лет назад экспедиционный отряд Петра Лосиниуса попал в ледяную ловушку. Голод и цинга унесли жизни первопроходцев. Это один из отрядов Беринга, который тоже, как и отряд Прончищева, была судьба трагическая. Более чем 40 членов команды, осталось только в живых 9, да? И вот здесь мы поставили знак в честь 300-летия начала от нашего отделения, да? Знак благодарности и восхищения силой и мужеством первопроходцев. Команда достигла порта Тикси, преодолев 1600 километров за 14 дней. Вдохновением экипажа на такой путь стали встречи с юными жителями поселений реки Лена. В общем, парус это бесценно. Начался второй этап из Якутии на Чукотку, путь от Тикси до Певека. 300 лет назад здесь свои исследования провела экспедиция Дмитрия Лаптева. Море Лаптевых встретило экипаж штормом и 6-бальными волнами. Крещение, так сказать, первое. Хорошим штормом. Если прогноз был 14 метров в секунду, для такого волну видели, порывы были до 20. Команда не сдалась и достигла мыса Святой Нос, увидев землю впервые за несколько дней. Восточно-Сибирское море встретило плотным туманом и штилем перед бурей. Экипаж столкнулся с айсбергами, особенно трудными в ночное время. Здесь побережье моря не имеет постоянных населенных пунктов, но здесь проходит Северный морской путь России, по которому всегда может прийти помощь. Экипаж пересек 180-й меридиан. Благодаря Русскому географическому обществу сбываются самые
смелые идеи и мечты. И это значимое для нас событие мы посвящаем 180-летию Русского географического общества. Ура, друзья! Ура! Третий этап – путь из Пивека на Анадырь. Здесь проходили экспедиции Семена Дежнева и Витуса Беринга. Погода ухудшилась, но команда решила идти на Берингов пролив, несмотря на риск. На пути экипаж встретил белого медведя, который поддержал мореходов. В бухте Ванкарем яхта Алых парусов Эйва пережидала шторм. Что недавно у нас было 90 лет школы, это которую нас построили Челюскин. Наверное, школа самая старая. Короче, в морозилке без разницы ему. Еще главное его хорошо упаковывать, Чтобы он не не... заветривался. А если заветрится, просто обрезаешь. В селе Ванкарем экипаж яхты знал, что такое китовый жир. Убедился в размерах морского исполина, встретив на китовом пиршестве второго исполина Арктики белого медведя. И вот яхта Эйва достигла своей цели – Берингов пролив и мыс Дежнева. На своем пути в порт Анадырь яхта встретила арктических хозяев, китов, как будто исполины океанов, поздравляли с яхту Эйва с достигнутым успехом. Гордость, что мы это сделали, и благодаря, прежде всего, той поддержке, которая была оказана нашими родными, береговым нашим штаммом, Русским географическим обществом, народной поддержкой. Не наша чистая победа, а вот это только народный проект. Очень многие именно помогли от чистой души. Экспедиция завершилась с почетной встречей с жителями порта Анадырь. Такое связующее звено между прошлым и будущим, между нашими предками и молодым поколением. Удачи вам, берегите себя. Яхта Эйва осталась на зимовку в столице Чукотского автономного округа России. А впереди четвертый этап экспедиции в город капитан-командора Витуса Беринга, Петропавловск-Камчатский. Откуда почти 300 лет назад корабли капитан-командора достигли берегов Америки, открывая новые горизонты. Это путешествие стало арктическим туристическим маршрутом, соединяющим Якутск, Тикси, Пивек, Анадырь. Экипаж из 3 человек преодолел 5000 километров, пройдя 4 моря и 2 океана. Каждая миля была испытанием, но каждый пройденный рубеж – победой. Вместе с Русским географическим обществом в жизни измеряются самые смелые проекты и мечты. Уникальный маршрут пройден с целью вдохновить будущие поколения на изучение Арктики.